Я хотел бы проинформировать вас об основных итогах участия Республики Саха-Якутия в работе второго Восточно-экономического форума, который, как вы знаете, состоялся 2-3 сентября текущего года в городе Владивостоке. Но прежде я хотел бы в целом отметить масштабность проведенного мероприятия, о том, что Восточный экономический форум стал действительно одной из 4 главных экономических площадок нашей страны, где обсуждаются приоритетные инвестиционные проекты и обсуждаются условия, которые предоставляет Российская Федерация для входа инвесторов, в том числе инвесторов из других стран, и те условия, которые формирует государство для того, чтобы объем реализуемых инвестиционных проектов увеличивался. В целом в работе форума приняло участие порядка 3500 участников из 56 стран мира. И, конечно, традиционно Дальний Восток представляет большой интерес, прежде всего, для азиатских государств, стран из Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. И в работе форума, как вы знаете, приняли участие главы Японии, премьер-министр Японии Синдзо Абе и президент Южной Кореи. Пленарное заседание форума носило название «Открывая Дальний Восток», на котором президент Российской Федерации представил те меры, которые приняты государством по развитию Дальнего Востока, и как следствие уже и первые итоги деятельности Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, и те меры, которые были приняты федеральным центром, они уже дают ощутимые результаты, и на территории Дальнего Востока в целом реализуются крупнейшие инвестиционные проекты. В целом по итогам форума было заключено более 200 соглашений с общим объемом инвестиций более 1 триллиона 800 миллионов рублей. Дискуссии в рамках форума проходили по 3 основным направлениям. Это возможности для инвесторов, по которым было проведено 17 сессий, преференции для инвесторов, по которым было проведено 11 сессий, и вопросы, связанные с развитием Дальнего Востока, выгоды и новые возможности для Азиатско-Тихоокеанского региона, по данному направлению было проведено 16 сессий. В работе форума приняла участие достаточно представительная делегация Республики Саха-Якутия, которую возглавлял глава Республики Саха-Якутия Егор Афанасьевич Борисов. И в составе нашей официальной делегации, кроме представителей органов власти, были и руководители наших крупнейших компаний, которые совместно с нами представляли свои инвестиционные проекты на площадках форума. В целом республика представила 22 инвестиционных проекта с общим объемом требуемых инвестиций порядка 700 миллиардов рублей. И это проекты в различных отраслях, начиная от агропромышленного комплекса и заканчивая промышленным комплексом. Это горная добыча, нефтегазовый комплекс. И, конечно же, в рамках форума мы представляли наши инфраструктурные проекты, связанные с формированием необходимой транспортной, энергетической инфраструктуры. Республика Саха-Якутия по итогам форума в целом подписала 15 соглашений с суммарным объемом требуемых инвестиций порядка 325 миллиардов рублей, и в том числе 6 соглашений, которые были подписаны главой Республики Саха-Якутия. Какие это были соглашения? В части соглашений, которые были подписаны главой республики, это большое соглашение, которое было подписано главами всех субъектов Дальнего Востока по реализации межрегионального туристического проекта «Восточное кольцо России», которое формируется по аналогии, может быть, с очень известным туристическим брендом, который называется «Золотое кольцо России». И «Восточное кольцо России», оно предполагает, что туристы будут посещать не один субъект и не один туристический объект, а несколько туристических объектов, которые расположены на территориях разных субъектов Дальнего Востока и Байкальского региона. И Республика Саха-Якутия, она также в этом проекте достойно представлена нашими туристическими брендами, такими как
киселях, такими как Ленские столбы и событийный туризм, который мы ежегодно проводим, такие туристические бренды и проекты, как «Зима начинается с Якутии» и наш национальный праздник Исэх, который с каждым годом вызывает большой интерес у туристов из разных стран мира. Кроме этого, подписано соглашение взаимодействия между Министерством природных ресурсов, Росприроднадзором, правительством Республики Саха-Якутия и акционерной компанией «Алроса» в рамках выполнения мероприятий по проведению в следующем году в Российской Федерации Года экологии. И в рамках этого соглашения планируются инвестиции в строительство узла обратной закачки карьерных и дренажных вод западный разлом, а также реконструкция очистных сооружений на территории Мирнинского улуса. Также подписано соглашение о сотрудничестве между Корпорацией развития Республики Саха-Якутия, Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и правительством Республики Саха-Якутия. И это соглашение направлено на подготовку необходимых кадров для проектов, которые мы планируем реализовать на территории Республики Саха-Якутия. И что очень важно, здесь речь идет не столько о подготовке специалистов с высшим образованием, прежде всего речь идет о подготовке специалистов для рабочих специальностей, для последующей работы на приоритетных инвестиционных проектах. Подписано также соглашение между правительством Республики Саха-Якутия и Российским экспортным центром. Это соглашение нацелено на формирование благоприятных условий для развития экспортной деятельности наших организаций. И в рамках этого соглашения Российский экспортный центр будет поддерживать наши экспортно ориентированные проекты, которые реализуют предприятия малого и среднего бизнеса, оказывать им содействие в участии на международных выставках, оказание поддержки в маркетинговой деятельности и в реализации продукции на внешних рынках. Подписано также четырехстороннее соглашение между правительством Республики Саха-Якутия, акционерной компанией «Алроса», Дальневосточной энергетической управляющей компанией и Корпорацией развития Республики Саха-Якутия по реализации комплексного инвестиционного проекта энергоснабжения Вилюйской группы улусов и Накинского месторождения акционерной компании «Алроса». Вы знаете о том, что мы завершили строительство первого и второго пусковых комплексов линии электропередач Мирный Сунтар-Нюрба со строительством подстанции в селе Сунтары. И это соглашение направлено на продолжение строительства этой линии электропередач до города Нюрба и в последующем энергоснабжение Накинского рудного поля, что в конечном итоге снизит и себестоимость добываемых алмазов на этом месторождении и, соответственно, скажется на увеличении прибыльности компании. Подписан также меморандум о сотрудничестве между правительством Республики Саха-Якутия и компанией Hokkaido Corporation с общим объемом инвестиций порядка 30 миллиардов рублей. Это проекты, направленные на развитие агропромышленного комплекса, развитие туристического потенциала Республики Саха-Якутия и возможность совместной реализации инвестиционного проекта «Город умного земледелия» в муниципальном образовании Хангаласский район. Также в рамках форума состоялось подписание ряда соглашений между компаниями, реализующими инвестиционные проекты на территории республики, и органами власти, и инвесторами, которые готовы вкладывать средства в эти проекты. И среди них хотел бы отметить соглашение между Министерством по развитию Дальнего Востока, акционерной компанией «Алроса» по реализации проекта на месторождении Верхнемунское рудное поле с общим объемом инвестиций порядка 63 миллиардов рублей, и при этом меры государственной поддержки на формирование инфраструктуры этого проекта составят порядка 8,5 миллиардов рублей. В рамках форума также состоялась презентация Евразийского алмазного центра, которая сформирована на территории города Владивосток. И в рамках этого Евразийского алмазного центра состоялся первый аукцион по продаже алмазов и бриллиантов. И по итогам 2 дней работы этого аукциона было продано алмазов и бриллиантов на общую сумму более 18 миллионов долларов США, что в рублевом эквиваленте составляет более 1 миллиарда рублей. И надо сказать, что эта площадка, наверное, вот
первый блин, он не оказался комом, была большая заинтересованность потенциальных инвесторов и покупателей из Индии, Японии, Китайской Народной Республики. И думаю, что этот центр, он состоялся и в дальнейшем будет вызывать большой интерес со стороны не только указанных стран, но и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме этого, наша делегация приняла участие в работе 3 стратегических сессий, 13 ключевых сессий и на 4 питч-сессиях презентовала 5 приоритетных инвестиционных проектов Республики Саха-Якутия. Состоялись такие ключевые сессии, которые были посвящены вопросам реализации проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства на Дальнем Востоке. Были подведены итоги национального рейтинга инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, в частности на территории 9 субъектов Дальнего Востока. Были проведены закрытые сессии для руководителей проектных офисов по улучшению инвестиционного климата. Были проведены сессии, связанные с доступом инвесторов к месторождениям, и ряд других направлений и сессий, которые в конечном итоге были направлены на изучение положительного опыта привлечения инвестиций в те или иные отрасли экономики и в те или иные проекты на Дальнем Востоке.